Мы как первопроходцы первые шишки, кирпичи получили очень хорошо, причем и финансово. Сегодня лишить человека электроэнергии – это лишить его фундаментальных прав к жизни. Мы станем той страной, которая будет экспортировать чистую зеленую энергию. Раньше ветер в Кыргызстане считали просто капризом природы. Сегодня это наш стратегический ресурс. Энергетика традиционно считается мужской отраслью. Между тем, женщины и здесь уже давно и прочно заняли свои позиции. Одной из них является Кундуз Кырбашева, которая взяла на себя смелость вместе с успешной командой специалистов и зарубежных инженеров реализовывать проект ветряных парков в стране. Вообще впервые в истории Кыргызстана был залит фундамент для этих огромных ветроустановок. Заместитель председателя комитета министров, он сам лопатой помогал нам заливать. Ну, конечно, все высказали свои пожелания. И я думаю, главное, что была поддержка местного сообщества, это сообщество Сыкульской области, и политическая воля нашего президента, поддержка. Но мы это ощущаем. Сейчас, наверное, вы тоже везде слышите о возобновляемой энергетике, о зеленой энергетике до этого, хотя нигде об этом не озвучивалось. Да? Для нас это было как космос. Да, космос, да. А сейчас везде об этом говорится. И инвесторы, очень много инвесторов, которые хотят вкладывать в зеленую энергетику Кыргызстана. Есть потенциал у нас очень большой. И большие инвестиции как можно привлечь? В энергетику. У нас же нет нефти, газа, там, большого запаса там, золота, условно. А чем мы богаты? Красивой природой, суперлюдьми, кадры. Поэтому возобновляемая энергетика – это энергия, получаемая от солнца, от ветра, который у нас в изобилии. Наш гидропотенциал – это тоже возобновляемая энергетика. Поэтому в эту сторону надо двигаться. И я думаю, что в будущем мы станем той страной, которая будет экспортировать чистую зеленую энергию. Кыргызстан делает шаг в будущее. Было начато строительство первой ветряной электростанции в истории страны. Это событие прошло бы незамеченным лет 10 назад, но сегодня это веха. Момент, который в будущем может войти в учебники по устойчивому развитию Центральной Азии. В истории Кыргызстана строится ветровая станция. Мы к этому проекту шли очень долго. Был очень такой тернистый путь, непонимание. Когда мы начинали, все думали, что я сумасшедшая женщина. Никогда у Кыргызстана не будет ветровой, другой энергетики, кроме той традиционной. Поэтому, вопреки всему, когда это делаешь, веришь, и еще когда вложены очень большие финансы, уже назад пути нет. Поэтому мы идем до конца. Кыргызстан – страна воды и солнца, но сегодня эти богатства не безграничны. Изменение климата, засушливые годы, снижение уровня воды в реках – все это уже влияет на привычную энергосистему, построенную вокруг ГЭС. Потому что когда развивали альтернативную энергетику, ни PPA-контракта, никаких правил, все было наточено на гидроэнергетику. А на альтернативные источники энергии, как в виде солнца, ничего не было. Мы вообще начали это с чистого листа. И каждый раз, вот как квест, думаешь, вот, чтобы дойти до цели, вот сейчас вот вопрос Земли решили, идем дальше, да? Там квест, еще надо что-то решить. И идешь дальше, еще что-то надо решать. И вот так каждый раз по наитию идешь, натыкаешься на какую-то проблему, которая не решена. Из-за этого целые законы начинаются меняться, нормативно-правовые базы надо менять. Поэтому в рамках ассоциации, поэтому вынуждены работать с депутатами. Возможно, многие поймут, что она там все время там интервью раздает, там пиарится, наверное, пиарит свой проект. Нет, вообще это не про это. Это про то, чтобы создавать условия. Моя миссия как предпринимателя, чтобы у всех были равные условия, и все получали равный доступ к информации. Поэтому я делюсь этой информацией. Мы как первопроходцы первые шишки, кирпичи получили очень хорошо. Причем и финансово, и деньги где-то мы теряем.
И где-то эмоционально очень так война идет, выгораем. Но мы же путь же открываем. После того, как вот сейчас, да, уже об этом все начали говорить, и первая ветроустановка, и фундамент заливается, и оборудование завозится. Уже много компаний хотят заходить на рынок Кыргызстана по ветру. И в Таласе хотят, и в Баткене, и в Чоңалае. Уже везде многие инвесторы уже хотят устанавливать, поэтому я думаю, все-таки надо этот как... Вот когда цветок вы сажаете, вы же почву готовите, правильно? Хоть какой цветок, хоть золотой какой посади, если почва не готова, она же погибнет. Ну да. То же самое. Здесь почва это что? Это законодательная база, это наши нормативно-правовые акты, какие-то изменения, какие-то условия. После этого они придут. А если этого не будет, никто не придет. Проект реализуется в зоне с наиболее стабильной розой ветров в открытых степях Чуйской долины. Современные турбины, способные улавливать даже слабый ветер, будут вырабатывать чистую электроэнергию без выбросов СО2. Этого хватит, чтобы питать десятки тысяч домохозяйств, но построить непросто. Сами ветрогенераторы лопасти, это огромные махины, да, это очень большое оборудование, там нужна спецмашина для перевозки. И у нас кыргызстанских компаний нету таких спецмашин, и поэтому мы вынуждены нанимать других зарубежных компаний или нанимать другую логистическую компанию, да, с других стран. Первый раз мы наняли компанию, которая работала в Украине. Через месяц в Украине, ну, вы знаете, да, вот эти ситуации происходят, война, и они списали все на форс-мажор, доставку нам не сделали, деньги нам не вернули и сказали, хоть в международный суд обращайтесь, у нас война, у нас форс-мажор, все, понять, простить и забудьте ваши деньги. Сколько денег ушло? Именно украинских компаний около 120 тысяч евро было оплачено. И не собираются возвращать? Пока нет. Пока нет. Но мы надеемся, что все-таки ситуация... Ну, это не от нас, не от меня лично, не от Кыргызстана, вообще ни от кого независимая такая ситуация. А второй казус получился, ну, потом мы наняли хорошую компанию, уже все у нас оборудование идет нормально, в течение двух лет мы поставку делали. Потом недавно зимой тоже еще один казус с турецкой компанией. Контракт заключили на 110 тысяч долларов на 2 машины, оплатили 90 тысяч долларов, все чеки, все есть. И эта компания, когда доехала наш груз до Казахстана, повышает чек 2 раза, хотя у нас контракт 110 нет, говорит, мы там какие-то, у нас простои были, где-то мы дополнительные расходы понесли, наша компания, будьте добры, и сверху еще 140 тысяч, говорит, оплатите. Мы говорим, с какого перепугу? У нас контракт, мы оплатили, это ваши внутренние проблемы. В итоге мы бодаемся, они наш груз оставляют в Казахстане неизвестно где, и ну, что нам остается делать предпринимателям? Мы поехали в Казахстан, заявление написали в казахстанское МВД, посольство наше, Министерство экономики, мы везде обратились, наше посольство. И вот когда та компания не права, не знает, да, что делать, они идут, нанимают нашу одну здесь экономическое издание, оплачивают им деньги, и начинается черный пиар в нашу сторону, что мы якобы деньги не платим за логистику. Кыргызстан – одна из самых солнечных стран региона, более 300 солнечных дней в году, но потенциал использования солнечной энергии реализован всего на 10% от возможностей. Иссык-Кульская область – это у нас флагман зеленой энергетики, также Баткен. Баткен полностью, почти вся территория, которая не сельского хозяйства, не сельхозназначения, она идет сейчас под солнечную энергетику. Баткен, Иссык-Куль – это сейчас прям флагман у нас по солнечной энергетике. Я думаю, в БФСА тоже уже там начнут уже строиться эти большие-большие солнечные станции. Но, тем не менее, я бы хотела сказать, что
Было бы хорошо и в регионах, и малые солнечные станции тоже развивать, заниматься генерацией малосолнечных электростанций. Ну, это тоже путь, тоже долгий. Сейчас над этим работает Министерство энергетики. В прошлом году я была руководителем группы правительственно-акселерационной по возобновляемой энергетике. И как раз-таки мы считали все крыши муниципалитета и государственных объектов, сколько это в общей сложности, сколько площади. Мы это высчитали, и сколько мегаватт можно туда установить, и как можно разгрузить нашу традиционную энергосистему. Ну, опять же, да, это про загрязнение воздуха, то, что про экологию, про это. Ну, когда вопрос экологии, да, ты когда в городе живешь, да, здесь уже вопрос не стоит, мне кажется, дорого, недорого. Зеленая энергетика – это не просто модно, это экономика завтрашнего дня. Что мы получаем? Независимость от импорта топлива, уменьшение выбросов и адаптация к климатическим угрозам, инвестиции от международных зеленых фондов, создание новых рабочих мест и инженерных специальностей, а также развитие регионов, которые раньше не считались промышленными. Сегодня лишить человека электроэнергии – это лишить его фундаментальных прав к жизни. Без электроэнергии ты сегодня никто вообще, потому что у тебя банковская карта, телефон, информация, дом, все наш быт, вплоть до машины, все уже связано с энергетикой. Это вот если конкретно вас касается, человека. В масштабах государства это рост экономики, бесперебойный, гарантированный доступ к электроэнергии, это рост экономики. Это один из фундаментальных основ роста экономики, это сейчас электроэнергия. Поэтому, возможно, сейчас мы не ощущаем, но в будущем мы будем ощущать все-таки нехватку электроэнергии, если не будем развивать у себя генерацию. Сегодня Ассоциация зеленых электростанций работает не только над проектами, но и над развитием мышления, к размышлению, к действию, к вовлечению. Кыргызстан сегодня может не просто догонять мировой тренд, он может возглавить зеленую трансформацию в регионе.